Николай Патрушев, Юрий Чайка и Махмуд Али Калиматов посетили недавно открывшуюся в Магасе Академию цифрового развития. Высоких гостей в Академии встретил основатель фонда «Сафмар» Микаил Гуцериев. На данный момент в школе 21 в Магасе проходит первый отборочный интенсив, в котором участвует более 300 человек. Николай Патрушев пообщался со студентами, поинтересовался, как проходит обучение, довольны ли образовательным процессом, какие знания получают. Студенты охотно отвечали на вопросы, рассказывая о своих историях, о своем пути к сфере информационных технологий, а также о желаемых перспективах в этой профессии уже в ближайшем будущем. Секретарь Совета Безопасности пожелал удачно пройти отбор и получить то образование, к которому они стремятся. Довольны вы обучением или нет? Какие знания вам дают? И вот это обучение, какую перспективу перед вами открывает? Меня зовут Денис Варсович. У меня 17 лет стаж работы в системе образования. Начинал со школы, а потом в колледжах, а теперь завкафедры в Калининградском госуниверситете в колледже информатики и экономики. Соавтор 3 учебников по полилингвальной системе обучения. Обширный опыт работы. Был соавтором частотного ингушского словаря для Android устройств. Большой опыт. Я когда сюда пришел, хотя имею большие навыки в программировании, совсем другой подход и принцип построения. То есть то, что я пытался свои наработки внедрять свою систему обучения в колледже, то тут практически это все для меня, как сказать, кладезь знаний, которые я могу теперь применять уже для своих студентов. Так что надеюсь, что закончу, поступлю и буду дальше расти по карьерной лестнице в IT-секторе. А сколько времени вам здесь придется учиться? 5 недель. 5 недель? Да. Ну, 5 недель это немного. Вступительный отборочный этап. После этого, то есть вот они сейчас 5 недель, здесь есть интенсив каждый день, с утра до вечера, 4-5 экзаменов. При этом здесь нет преподавателей, здесь все учатся у всех. То нам, скажем так, было отрадно. Вот первый день, когда здесь все только вышли, здесь все так расселись, каждый за свое место, и никто ни с кем не общался. А сейчас прошло, по сути, 2,5 недели, и это уже готовые команды. То есть ребята закончат обучение, и это уже прям вот готовая команда, которую можно отдавать в компанию, в какое-то госучреждение. Кто-то станет предпринимателем, потому что на следующем этапе мы будем здесь же, в этом здании, вот буквально за стеной, откроем акселератор. Пожелаем всем участникам, чтобы они удачно прошли этот отбор и получили то образование, к которому они стремятся.